Тактап эле алуучу бир эки нерсе да. Данияр Жолдошевич, бүгүнкү күндө декларацияны толтуруп атканда декларант мамлекеттик кызматта иштеген адамдар, жогорку кеңештин депутаттары, госоргандарда иштегендер четко, конкретно кимди указывать этиш керек, айтып коесуздарбы? Эми биз срок бүттү 1 апрелге чейин. Можете уточнить? Кого должен в декларации Кого из указывать? родственников в обязательном порядке должны указывать? Близких родственников и находящихся на его иждивении граждан. Близких родственников дегенде, о ком мы говорим? Это супруга, дети. Которые финансово зависят. Да, супруга, дети да. в обязательном И порядке. финансово зависят те, кто находится на иждивении. На иждивении, извиняюсь, на иждивении, которые это финансово зависимые родственники. Да, Это братья, сестры. Родители могут быть на иждивении, либо заявленные на иждивение. А почему сестра. некоторые декларации отдельных чиновников, которые выходят в новостях, у меня такое ощущение, что это как бы специально отдельных наших коллег обсуждают, и там пишут, вот он не указал там сестру, брата, а если его сестра, брат не на иждивении, этот депутат, просто про одного из коллег я прочитала где-то пару недель назад, вы сами разъяснения тогда, может быть, тоже средства массовой информации должны давать? Нет, мы в Потому что это порядке повод для можем политических манипуляций. Вот здесь Надира Имен, Камила Им Айткан, все, зашел вот это. У нас даже в СМИ не все знают в декларировании, кого должны указывать. Вы говорите в критериях близких родственников на иждивении, а журналисты это понимают так, что не указаны его там брат, сестра. Вот этот момент четко, почему и вот сейчас эти депутаты тоже прокомментировали. Ушундай барда, ушуну бир сиздер түшүндүрүү жүрүп койсуңарбы. Анан дагы бир айтып кете турган нерсе, бул мыйзам эң биринчи алып келгенде биз экөөбүз талкуулаганбыз, помните, в первом чтении? Да. Это хорошая возможность. Давайте оставим в покое этих миллиардеров, миллионеров, которые обогатились на госслужбе. Пусть это на совести Генеральной прокуратуры, ГКМБ и МВД останется. В принципе, каждая власть у нас разбирается с ними, да, с коррупционерами. Вот. Вопрос о госслужащих среднего звена. Что они в обязательном порядке должны успеть за вот этот промежуток тоже задекларировать свое имущество. Абсолютно вот все. Упор я бы хотела, чтобы вы делали именно это. Вот в первом чтении, когда обсуждали, безусловно, жакшы талкуулаганбыз да. Сиз да айткансыз, да, я бы даже, ну, вы там непосредственно себя в пример привели тоже. Да, помните же, воспользовался да? бы, Просто да. это неправильно было интерпретировано в СМИ, но это позыв был тура, да. Среднее звено – это начальники отделов, это ведущие специалисты, это сотрудники самых малых звеньев государственной службы должны понимать, что пройдет 2-3 года, обязательно поголовно декларируем келгенде, там тоже будет как вот к депутатам и к лицам, занимающим должности на госслужбе, такие же критерии придут ко всем государственным служащим. Абсолютно. То есть если квартира, движимое, недвижимое имущество, ну, я имею в виду имущество не зарегистрировано, потом могут быть тоже вопросы к ним о происхождении капитала. Мы все равно придем к этому, к вопросам о происхождении капитала. Безусловно, да. Ошону деген менден сураныч, да? Потому что вас самого, вы помните, да, это несколько месяцев назад в СМИ вас самого тоже обвиняли. Вот человек, который на своей, собственной, так сказать, на себя ощутил, у меня к вам просьба, как руководитель этого ведомства, дайте разъяснение в средствах массовой информации. Кого должен указывать государственный служащий, декларант в своей декларации? Хорошо. Все, а так колдовый. Мы дадим широкую разъяснительную информацию. Спасибо.